адаптироваться к новой реальности. Особенно средний возраст. Возможно, вы это заметили, да? Средний возраст очень тяжело адаптироваться. Им не получается адаптироваться к новой реальности. Знаете, сейчас мир поменялся. Очень много по-другому. Многие вещи по-другому. Сейчас, если вы заметили, даже бизнес меняется. Как люди раньше работали в бизнесе, сейчас не работают. Как оттуда купили, здесь торговали, это уже не работает. У кого есть бизнес? Поднимите руку, пожалуйста. У кого есть бизнес? Я сейчас правду сказал или нет? Те вещи, которые работали 5-10 лет назад, она не работает. Потому что рынок так быстро начинает меняться, что люди не успевают. Я вам один хороший пример скажу. С чем это связано? Связано с тем, что вы должны, вы сами, хозяин бизнеса, должны быстрее расти, чем ваш бизнес. Проблема в том, что когда бизнес растет, а хозяин не растет, потом бизнес начинает пережить крах. Кто понял? Посмотрите на свои ногти. Они у вас постоянно растут? А почему мозги постоянно растут? Почему вы думаете, что то, что узнали 10 лет назад, до сих пор должно быть актуальным? Почему вы думаете, что то, что 5 лет назад знали, она актуальна сейчас? Вы что, у вас в руках 5 лет назад ногти, что ли? Ваши ногти умнее, чем вы? Кто понял? Кто хорошо понял? Знаете, закон жизни какой, родные мои? Постоянный, беспрерывный рост. Беспрерывно. Кто вот это понял, он постоянно вперед. Беспрерывно. Беспрерывное развитие. То, что вы узнали 5 лет назад, 7 лет назад, сейчас не работает. То, что вы делали 10 лет назад, она будет неактуальной. Через года пара, 2-3 года. Вот смотрите, 10 лет назад вы другой рубашкой носили. Другие телефоны были. Вот этот зал по-другому был оформлен. У вас дома ремонт был другой. Так? На улице все. Вкус людей был другая. Посуды были другие у людей. Интересы были другие. А сейчас будет другое. Вот. Значит, главный секрет успеха – это беспрерывное развитие. Каждый раз, когда вам охота, что, ладно, потом сделаю, посмотреть на свои ногти. И задавать себе вопрос, если ногти растут, почему я не должен расти? Постоянно мотивируйте себе так. Если они растут, почему я не должен расти? Почему я должен не расти? Постоянно себе задавать вопрос. Это даст вам огромную мотивацию, толчок, чтобы вы не остановились. Да, вы сейчас хорошо зарабатываете, да, вы сейчас хорошо умеете делать. Но это не показатель, что через 2-3 года вы будете востребованы. Через 2-3 года будут другие конкуренты, другой рынок. Если сейчас вы не будете постоянно совершенствоваться, заберут у вас бизнес. Никогда не забуду, в Худжанде один парень подошел ко мне. Несколько лет назад, это было 4-5 лет назад. И он мне говорит, знаете, говорит, я занимаюсь магазин запчастей. Я его сюда поставлю, чтобы это было видно. Он сказал, я занимаю магазин запчастей, малим. И вот, знаете, мой магазин в очень хорошем месте. Вот такой прикростке находится. Вот в таком прикростке находится. Вот где-то вон тут мой магазин. Я не понял, где-то в сторону автовокзала Йова. И он мне говорит, мы работаем уже 16 лет. 16 лет. Пожалуйста, внимательно послушайте. Попытались открыть в другом месте, в другой стороне города. Я так понял, что ту сторону, где этот 33-й микрорайон. Где-то в ту сторону попробовали открыть, как-то не пошел. И он сказал, это бизнес остался от родителей. Он хороший парень, мне понравился этот парень.
Он сказал, это бизнес остался от родителей, и теперь я сам один. 3-4 года пытались держать 2 магазина. Я заметил, что здесь я зарабатываю, там просто расходую. Просто расходы идут. И то, что тут зарабатываю, там трачу. Поэтому пришлось его закрыть. И мы его закрыли. И он говорит, знаете, недавно, говорит, кто-то открыл большой магазин. Прямо пришел рядом со мной. Вот такой большой открыл. Какие бессовестные люди. Не думают, что у меня есть семья. Не думают, что у меня тоже есть расходы. Я 16 лет тут работаю. Какие-то бессовестные, говорят. Они не боятся Бога. Я слов до слов сейчас привожу. לוקח חודונותס, החודון המתעסק אותם בדסתיה. חמין גוית מעלם, ומודה אמיר חבט אימם בהיסטור. חי דיגה ג'וית בקושי נמישת מי. חי פייש אימם בעומדה קושוד הזה. Теперь внимание. Видите, как он мыслит? Я ему сказал, дорогой мой, эти люди, прежде чем открывать такой магазин, они тебя изучали минимум полгода или год. Внимательно поняли твой поступок, твое мировоззрение, как ты ведешь бизнес, твоя стратегия ведения этого бизнеса. А потом понял, что ты им не конкурентоспособен. А теперь, как ты думаешь, если я открыл бы бизнес, где я открыл бы магазин запчастей? Я открыл бы возле тебя, потому что ты 16 лет людям переучил, что там запчасти есть. Кто понял? Любой нормальный маркетинг понимающий человек делал бы то же самое. И он мне говорит, вы знаете, Малин, как они открыли, с того дня почти 75% продажи у меня упало. Потому что у него ассортименты больше и цена чуть дешевле. Я сказал, да, это правда. Вот любой клиент, вот вы его клиент, да, вы подходите, вот здесь есть какой-то запчасть. Тут есть, например, на 10 сомони, и тут есть на 8 сомони. То же самое качество. Что вы выбираете? Который 8 сомони. Хоть вы 10 лет его знаете, все равно говорите, извини. Дружба. Но когда дело касается денег, извини. Так же вы пойдете, покупаете то, что доступной ценой. Правда же? Я ему объяснил футбол. Я сказал, ты понимаешь, ты хоть в футбол играл хоть разу? Он говорит, да. Я говорю, понимаешь, ты представь на минуту в футболе. Вот оттуда кто-то издалека мяч притаскал сюда, довез до этого. Потом кто-то его забрал, уже недалеко от ворота, и он побил. А тот должен ему сказать, какой ты сволочь, какой ты бессовестный. Я столько издалека притащил, привез, а ты, халтурщик, здесь рядом стоял. И вот так всю славу брал себе. Ты понимаешь, ты сейчас так выглядишь. Он говорит, нет, футбол по-другому. Футбол ты как око. Да, ты прав. Но это похоже на это. В футболе это называют подхват. Так же. И здесь то же самое, брат мой. В бизнесе ты не можешь кого-то обвинить, почему он умнее тебя. Согласны? Ты же не можешь кому-то прийти и сказать, почему ты умнее меня. Дело в том, что эти люди делали то, что ты должен был делать еще 5 лет назад. Если ты не расширяешься, не развиваешься, значит ты сокращаешься. Поэтому, если у вас сегодня доход хороший, бизнес хорошо идет, не думайте, что так будет вечно. Вы должны беспрерывно развиваться. Правую руку поднимаем, повторяем за мной. Все, что не развивается, все то, что не расширяется, сокращается. Уловили? Это единственный способ, ребята. Либо ты расширяешься, либо ты сокращаешься. Другого не бывает просто.